испортили судьбу девочки, испортили судьбу этой семьи, понимаете, и никакого наказания не несут. Я думаю, это полнейший беспредел. Надо этого судью, который принял такое решение, еще вдобавок на процессе он не слушал, а засыпал. И принял такое решение. Сегодня немедленно исполняющий обязанности президента, исполняющий обязанности премьер-министра, власть должны показать, что они власть, что они на стороне правды, на стороне людей, на стороне этой девочки. Если они действительно хотят построить в Кыргызстане правовую, порядочную, дисциплинированную, такую хорошую, добрую страну, пускай сделает реакцию на это. Я категорично заявляю, что такие судьи не должны быть в судебной системе. Это можно очень быстро и качественно сделать так, чтобы таких судей не брали в судебную систему. Вот. Ушедшая власть не обращала на это внимания абсолютно. Занималась своими интригами, своими выборами. И в конце концов страну привели к чему? И сегодня жажда к власти всех. Все очень жадно хотят власти. Власти этого президента. И никто не решает проблему простого народа. Полный хаос, полный беспредел. Особенно в судебной системе. Что хотят, то и творят. Понимаете? Но есть закон, есть уголовный кодекс, есть уголовно-процессуальный кодекс, вот, который в свое время писали целые институты. А сейчас приходят с улицы депутаты, не зная ни юриспруденцию, ни права, не изучая, выдвигают предложения и вносят изменения в процессуальный и в уголовные кодексы.